Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео – кто по вам тащится? Видео актуально в любой момент, на момент просмотра видео, как для мужчин, так и для женщин. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто пришел на расклад, в каких энергиях вы находитесь, что вас окружает. И если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать мы будем сегодня на двух данных колодах, которые вы сейчас видите на экране. Это первая колода и это вторая колода. Небольшое объявление. Сейчас длинные видеорасклады из нашего канала Ведаскара, из YouTube, параллельно загружаются в телеграм-канал. Подписка на телеграм-канал стоит 333 рубля в месяц. Можете или только на месяц подписаться, или выбрать удобный для себя тариф. Ссылка на телеграм-канал находится под видео или на экране перед вами QR-код, который вас сразу же перенесет на телеграм-канал. Спасибо. Продолжаем наш расклад. Кто по вам тащится? Смотрим ваш портрет. Кто вы? Кто пришел на расклад? Злитесь, закрывайтесь от чувств вообще в целом. Здесь касается не только любви. Здесь касается вообще отношения людей несправедливым. Или же вы можете считать, что недоверчиво быть к людям, можете считать, что очень много в последнее время лести какой-то, лицемерия может быть, или люди все лгут, везде обман. Здесь еще непринятие вообще этого мира в целом на сегодняшний день, каким он является. Все идет как куда-то катится мир непонятно куда. Люди какие-то стали глупые или какие-то недоразвитые, может даже, вот вам кажется. Здесь как будто бы есть непонимание вообще, что вокруг происходит. И здесь есть отчетливо такое отсоединение вас от каких-то реалий. Я вам скажу, у вас сейчас трансформация идет. И это чувствуется в потоке, потому что поток идет такой переменчивый. Это сразу же вибрации. У вас сейчас меняется ваше мышление. Вот уже переход. Скорее даже я бы сказала, тут может вам в голову даже взбрести такие мысли, о которых бы вы раньше не думали, которые бы, может быть, вы бы не обсуждали. Вообще тут что-то такое на уровне глубокого глубинного. Глубине уж некуда. И вас могут, я вам скажу, недопонимать люди, а вы можете считать, что люди какие-то другие. Да, вот вы чувствуете, считываете, можете чувствовать тоже людей. Вообще вы человек, который любит природу, который любит зверей, животных, да, вот такой вот человек природы, человек бабушкиных закалок. Вот что-то вы используете многое, да, в то, что было раньше. Вам оно теплее, ближе, роднее, и вы, знаете, советы можете такие давать или сами использовать еще именно бабушкиных закалок тех времен. Вспоминаете, может быть, часто, да, как вы после магазина шли и обкусывали корочку свежего хлеба. Может, да, именно что-то такое по старинке вспоминается. Здесь могут проходить как прошлое, именно воспоминания какие-то. Может быть, часто происходят в вашей жизни какие-то вещи, что вспоминается это прошлое. А вот как мы раньше, босиком или без всяких смартфонов, да, вот что-то бегали, наслаждались этой жизнью. Гуляли во дворах допоздна, играли, может, на гитаре, зажигали костры. В общем, какое-то такое ностальгическое тоже может быть и уединенное состояние. Еще здесь может быть, у вас могут быть какие-то проблемы нерешенные еще, но вы их смахиваете именно какими-то эмоциями, воспоминаниями приятными или пытаетесь их отвести в сторону. Также вы человек, который никого не слушает, сам делает.
на своем опыте. Вот я знаю, что именно вот так, и я буду вот делать по своей какой-то схеме. Очень вы человек такой наделенный. Во-первых, здесь могут быть люди, которые наделены талантами, во-вторых, наделены талантом маркетинга или же талантом умеете зарабатывать, но деньги вам даются не с легкостью, с трудом, тяжело. Даже вы можете работать, например, на нескольких работах или нести тяжелую работу, дабы заработать. Вот, знаете, такая трудяжка. Но вы еще имеете такую некую, в некой степени гордость. Вы чужого не берете. Вы вот я сама. И здесь сама заработаю. Подачек мне не надо, просить ни у кого не хочу. Также здесь с детства могла быть уже на самом деле у вас какая-то своя самостоятельность. Человек вы такой, который выгодно умеет деньгами распоряжаться, распределять их, где-то сэкономить, где-то подороже даже можете купить, но где-то сэкономить. Вот, знаете, умеете его распределить. Что должно быть дорогим, а что не особо имеет ценность важным, да, вот именно за это дорого платить. Умеете вы экономить или умеете правильно назначать цену действиям, делам, всему, товару, например, да, чему-то. Вот. По характеристике вас считают сложным человеком. Вы можете тоже себя считать, у меня сложный характер. Не каждый вынесет мой характер. Здесь не о характере идет речь вашем тяжелом, да, здесь именно идет речь о недопонимании. У вас свой мир определенно, и люди недопонимают. И вам кажется, что вы сложные. На самом деле оно так вообще не является. Все у вас в порядке. Все у вас дома. Все у вас в голове по полочкам. Здесь в голове у человека порядок. Здесь у человека, я так еще скажу, ровная походка. Как мы говорили в прошлых видео, как определить мужчину. Да, все ли у него в порядке в голове и в жизни. Это когда походка ровная, прямо идут ноги. Все нормально, все хорошо. Да, когда идет гуськом, одна нога влево, другая вправо, вот как карты вот так вот расположены, да, то у человека какой-то беспорядок в голове, сам не знает, чего хочет. Вот, а у вас все ровненько, вот так вот, понимаете, параллельненько так. Вы умеете сдерживать эмоции, слезы, смех, вести себя в разных, может быть, обществах правильно. Умеете, кстати, поддерживать порядок дома и в голове тоже, на рабочем месте, рабочие моменты. Есть на вас еще много, вот, знаете, вы такая... И вот на вас могут люди в жизни вообще наваливать свои какие-то грузы, проблемы, ну, реши, ну, помоги. Или на работе, да, вот только от вас зависит, как вы выровняете там планку, так вот, да, вот в какой-то степени, может, даже слушают вас. То есть, потому что у вас есть какой-то порядок, какая-то такая даже четкость. И когда вы делаете какие-то дела, вы так делаете это качественно, тщательно, продумав, взвесив. Принимайте решение не сходу, что в голову встрепенуло, а подумав, хорошо подумав. Кстати, здесь очень хороший мыслитель, анализатор человек. В какой-то степени, да, вы активны, но вы умеете свою активность тоже контролировать. Потому что поспешишь, людей насмешишь, как бабушка сказала. Вот, вы все это понимаете четко. Влюбчивы вы, но вы даете этому холодную голову. Вы умеете включать, что это розовые очки, надо присмотреться, надо проверить. То есть вы в омут с головой не летите, не залезаете. Вы красивая, популярная, может быть, известная в каких-то обществах. Также вообще здесь человек родился в белой рубашке, я вам скажу. Вас защищают высшие силы, вас охраняют. Вы, возможно, может, имеете какой-то талисман. Что-то есть у вас, что является вот оберегом, например.
Кстати, очень хороший оберег это вот для вас именно. Вот что-то, вот, например, даже, может быть, элементарно белая футболка. Да, вот светлые, может, такие вещи, белые, является вот как щитом каким-то. Или белый амулетик, белая черепашка с поднятой головой. Пусть даже и пластмассовая. Но вот черепаха, да, может быть и символом тоже вашим. Сила, здоровья, долголетия, роста, плодородия. Смотрите, у вас еще показывают, помимо того, что есть и таланты, вы наделены еще и какими-то такими способностями, которые могут помогать людям излечиваться. Тут по душе идет, это, скорее всего, излечивать душу. Здесь могут и психологи проходить, или люди, которые увлекаются психологией. Вообще вам не чужды какие-то и цитаты, и мотивационные моменты, стихи, цитаты. Может быть, писательство здесь тоже быть. Вы, кстати, можете быть в писательстве знаменито даже. А здесь идет еще и лечение. То есть через что-то вы можете мантры, может быть, какие-то писать. Звуки очень хорошо считываете, воспринимаете. Я сейчас подготовила видео, готовлю, вернее, видео. Скоро оно выйдет. Закреплю его в плейлист отдельный. И вы можете прослушивать, очищать себя, свое пространство, окружение. Именно когда у вас нет времени на чистку. В любой день вы можете утром встать, включить и слушать. И повторять данные фразы, которые будут там транслироваться. Скоро выйдет, я дам об этом знать в ближайших видео. Так, смотрите, здесь показывают сейчас, что вы вот в какой-то степени отрешены от семьи. Или у вас нет желания уже, устали от чего-то. Также есть момент перемен каких-то в вашей семье. Грядут какие-то перемены в вашей семье. Здесь могут быть семейные люди проходить, или же люди недовольные положением в семье. Также здесь могут быть дети. У кого-то да, а у кого-то именно вот есть желание продолжать род. Так. Мысли об этом есть. Время идет, вы боитесь за время. Вы все же куда-то все равно торопитесь. Хотите успеть наверстать, может быть, даже упущенное. Пусть вам и 70 лет, но вы хотите что-то создать, сделать. Но у вас есть какие-то сомнения. Не сомневайтесь. Вы под охраной высших сил. Все, что вы не сделаете, у вас по звезде 100% получится. 100%. Будьте в этом уверены. Вы под белым плащом. Если вы все же находитесь, да, вот в этих моментах каких-то иллюзий, страхов или неуверенности, я вам просто рекомендую: купите себе белую черепашку. Для вас это скорее, может быть, даже у вас уже есть, потому что здесь показано, у вас что-то есть. Не обязательно белое, какой-то талисман есть. Но для уверенности, дополнения, можете купить себе белую черепашку. Мягкую игрушку, пластмассовую, неважно, из камня, то есть белого камня, то есть белую черепашку. Да, это вам, кстати, черепашка. Вот если вы это сделаете, смотрите как. Здесь выход из каких-то будет ограничений, мысли даже. Вот у вас ограничено что-то определенно, да, у вас вот как откроется потенциал, возможности или идеи даже придут на осуществление задуманного. И у вас получится, у вас 100% получится. Надейтесь только на себя, не на кого-то, а вот только на себя. Верьте в себя, это самое важное в любом деле, в любом успехе и так далее. Так, если чего-то не знаете, берите знания, учитесь. Интернет сейчас в помощь. Все есть, все в открытом доступе есть. Учитесь, развивайтесь. Знания никогда не бывали лишними.
Так, давайте перейдем к теме. Кто по вам тащится? Если считывается портрет, резонирует, продолжаем. Кто по вам тащится? Вау, молодой. Сразу выходит мужчина. Незрелый мужчина. Здесь есть порыв чувств к вам, эмоции. Здесь есть желание к вам приблизиться, пообщаться, может быть, с вами, написать вам, позвонить. Милое общение. С вами очень приятно беседовать. Затягивает мужчину. Мужчина хотел бы быть в вашей жизни главной персоной или же хотел с вами чего-то такого серьезного. Я вам скажу, этот человек хоть и незрелый, он может быть даже просто моложе, но у человека, да, вот есть какая-то цель, какие-то стратегии, какое-то может даже дело, здесь может быть даже руководящий пост или какие-то главные позиции, или человек чего-то добился в этой жизни. Здесь чувствуется плечо, здесь чувствуется человек такой камень, или когда он пообещал, он обязательно это сделает. Но он не болтает об этом, что он это сделает. Он берет просто молча и делает. Люблю таких мужчин, которые говорят и отвечают за свои слова. Делами, поступками. Вот тут именно такое проявление мужчины. Он, кстати, может где-то с вами и общается. Может быть, вы поддерживаете с ним какой-то диалог, но он еще вот на какой-то, может быть, или поверхности, или вы еще пока не знаете, может, и сам он пока, да, сам не знает в чувствах, как это все, но все же он имеет к вам интерес. Да, вы ему нравитесь, но вы еще и звезда у нас. Вы женщина, которая притягивает к себе огромное количество внимания. Не только со стороны мужчин, не только. Женщины тоже могут вам смотреть по звезде, да, у звезды всегда завистницы, у звезды всегда поклонники, у звезды всегда люди, которые ходят вокруг, которые хотят походить на нее, быть похожей на нее, копируют и так далее. Знаете, большая у него охота, большая, но человек не хочет треугольников каких-то. Он уже обжегся, хватило ему в этой жизни. Здесь было в его жизни предательство со стороны женщины. И есть доля сомнений, что вот вообще в целой ситуации, что женщины верны могут быть или надолго их хватит. Вот он в какой-то степени может являться таким человеком, который может накручивать себе негативные какие-то мысли. Да, вроде как все хорошо, но он в одночасье представляет, а вдруг будет плохо, а вдруг мы разойдемся. И вот по этому поводу потом еще сидит из-за своих мыслей переживает. Помните, что мысли являются нашим врагом, нашим злом, нашим дьяволом, которого мы должны в шею гнать от себя. Здесь он вас очень сильно и уважает. Кстати, он почему-то смотрит здесь на ваши ноги. Вы знаете, он на вас как смотрит? С ног, вот снизу вверх. Не сверху вниз, а снизу вверх. Или вообще, может быть, он так всегда смотрит или на женщин, или на людей в целом. Здесь идет информация, что он куда-то вниз смотрит. Главное, что не под юбку. С первого захода, да. Но тут показывает расстояние, здесь показывает, решает какие-то проблемы. Тут, знаете, предстоит человеку, возможно, какой-то тяжелый период сейчас в жизни, вплоть до потерь. Здесь может даже быть потеря имущества или вот какой-то, вот как стабильность из-под ног. Что-то вот как земля трясется, или человек может находиться
где-то, где вот какая-то тревожность. Я вижу серые стены, или вот что-то такое еще есть тут с частичкой, может быть, пошарпанных стен. И он часто туда ходит или заходит, и вот там он испытывает какой-то гнев, потерю, чувство, вот хочется заплакать. Или, да, здесь, может быть, возвращается в какие-то такие негативные мысли. То есть не обязательно, что это что-то такое, связанное со стенами. Это может быть стены, это быть как раз-таки границами какими-то определенных мыслей. И вот он в этом. То есть он, может быть, даже возвращается в какие-то негативные мысли, думает и переживает о чем-то. Он хочет что-то спасти, сохранить. Человек, кстати, надеется почему-то, что жизнь даст ему какой-то шанс, или второй шанс, или в общем шанс на какие-то чувства, эмоции. Вот, знаете, здесь человек часто очень может за вами наблюдать. Может, это по социальным сетям, по мечам, или же человек может через кого-то, может быть, спрашивать о вас информацию. Но он вас где-то, я вам скажу, видит. Внутри что-то есть накипевшее, больное такое. Может даже быть, что человек вдовец тоже. Он хочет чувства, эмоций, он хочет продолжения этой жизни. Он через вас это видит продолжение. Давайте еще посмотрим, кто по вам тащится. Кто еще по вам тащится? Смотрите-ка, сколько кавалеров. Здесь женатый мужчина. Женатый человек, который прошел огонь, воду, медные трубы, жесткость здесь какая-то. Или в характеристике его он такой диктатор, я главный. Но здесь, я вам скажу, хоть он и такой, он имеет склонность к изменам. Пофлиртовать. Его это заводит, ему это нравится. Он чувствует себя, вот знаете, мужиком таким. Хвастаться может своим каким-то положением, величием. Здесь может быть высокий статус. Директор. Тут человек еще вот директор, но здесь присутствует форма. Это могут быть и какие-то государственные учреждения. Человек склонен к изменам, и человек, знаете, вас видел несколько раз. У вас, вы знаете, что его цепляет? Вот это харизма, а за харизмой вашей он видит вашу страсть. Такую вот женщина горячая, она горячая в постели, она может дать огня, вот такое. А он любит, он по страстям. Но в то же время, что касается дел, он такой, чего хочет, того добьется. Вот знаете, так почему-то сюда идет информация, деньги делают деньги. То есть человек может зарабатывать, и вот то, что заработано, еще опять куда-то дальше инвестировать на больший приток денег. Здесь по финансам. Он умеет управлять финансовой структурой. Семьянин. Обижает свою жену, не уважает. Здесь разбитые чувства. У женщины его разбитые чувства. Мужчина ходок напередок.
Он, знаете, когда видит вас, у него вот как крышу сносит здесь, вы выходите. У него сразу вот кипит, бурлит в штанах, да, вот что-то такое, физический интерес. Но человек понимает, что вы какая-то роковая, что за вами миллионы поклонников. Да, такая женщина нравится мужчинам. Здесь может быть вкусные формы. Или у вас что-то определенно в харизме такое есть, которое заводит мужчин. Вот это вот его привлекает. Знаете, вы для него вот, как сказать, как сыр в мышеловке. Он чувствует, что если он попадется, то дверь захлопнется. Не в том плане, что вы его привяжете, закроете дома. Нет. Что если он попадется к вам, в ваше эмоциональное поле, он будет сходить с ума, страдать. А вы будете, например, да, демонстрировать ему, что у вас кто-то еще есть. И ты не первый, не последний. А он будет страдать. Вот этого он боится. Он, кстати, такой человек, это тип, которому больно может быть по чувствам, больно может быть, когда ему делают прививку, но когда он, извините, попадет в аварию, там, да, что-то себе там разобьет, то для него не представляет это такого страха, как вот, знаете, вот что-то маленькое, вот это вот ущипил комар. Да, вот, или эмоциональное что-то. Да, бывают, кстати, такие боли намного страшнее для кого-то. Есть такие люди, для кого-то именно прививка будет страшнее, нежели я разобью себе в клочья ногу, да, руку. Вот так вот, или порежу там. Вот как-то так. Фобии могут быть какие-то. Фантазии о вас очень, я бы сказала, разные, бурные. И человек здесь отталкивается, знаете, от чего? От того, что вот когда у него там горит в штанах, он не замечает то, о чем он думает. И мысли могут быть на самом деле даже и какие-то для вас, может, неприятные, а для него именно похотливые, приятные. Пошляк может быть, какой-то такой извращенец. Вот так. Но в его жизни какое-то разрушение из-за его каких-то похождений. Но оно, в принципе, так и есть. Да? Кому это приятно? Так. Кстати, женщина его замечает, что он ходок напередок или, может, даже поймала его с поличным, да, или что-то видела. И поэтому здесь больно по сердцу его женщине. Смотрим дальше, кто еще по вам тащится. Здесь женщина есть в окружении вас. Знаете, такая гордая женщина. Она никогда не покажет на виду своих каких-то эмоций правдивых. Внутри эта женщина такой тип, которая внутри может плакать, а наверху улыбаться, или же создавать иллюзии чего-то на лице, но так не является внутри на самом деле. Здесь какое-то вот такое скрытое чувство, вот вы для нее являетесь кумиром, но наверху она никогда не покажет или не выскажет вслух, что тебе это идет, тебе в этом классно. Знаете, она сделает вид, что ей безразлично, а внутри она будет сжирать себя от зависти. Но в то же время здесь присутствует и зависть, и здесь присутствует то чувство, когда она является вашей вот просто поклонницей, заядлой поклонницей. Смотря на вас, на ваш вкус, на вашу вот какую-то именно женскую энергию. Она считает вас вот эталоном женщины во всех ее аспектах и пытается уподобляться, может быть, вам.
или учится у вас чему-то, слизывает, копирует, но она и с долей части она завидует, но она очень хорошо умеет скрываться. Кстати, здесь еще может проходить, что вы не общаетесь, или она очень часто при вас молчит, но смотрит, наблюдает. Она является вашим кумиром, да, тащится. Нравится ей, как вы преподносите себя, как вы, может, даже разговариваете, вообще ваша структура вашего мышления. У нее вот, она тоже не учится у других, да, вы для нее, вот я говорю, какой-то пример. И вы знаете, я вам скажу, вы ей дали даже в чем-то дорогу. То есть вы ей на что-то открыли в жизни глаза, зажгли свет, дали ей понять, что жизнь продолжается, да, что можно еще лучше, или что что-то там, все возрасты покорны любви, деньгам, развитию, детям, отношениям, счастью. Все возрасты покорны, что можно в любой момент двинуться с места, если этого может захотеть. Вы каким-то, может, или своим примером, или поведением подтолкнули ее на какие-то действия. Вот вы пришли наряженная, она посмотрела на вас. На следующий день, да, она так ночью полежала, покумекала, подумала. Раз, быстренько накрасилась, каблучки, все самое лучшее, и пошла с поднятой гордой головой, да, вот почувствовала себя. То есть, а вы ей дали стимул. И вы знаете, я вам скажу, вот то, что вы ей дали, оно вот в какой-то степени для нее успешно подействовало на нее. И что-то вот как будто бы получилось у нее из-за того, что вы ей дали. Стимул какой-то, может, идею. И вот она поняла, что это работает, да, нужно на вас смотреть. Ну, вы для нее являетесь на самом деле каким-то идолом. Вы для нее идол. Но она вам никогда об этом не признается. Она гордая очень. Здесь идут холодные энергии. А, кстати, это женщина, которая может в какой-то степени быть эгоисткой из-за чего-то негативного из прошлого. Это могут быть даже отношения женщин сломали так, что она перестала соблюдать, может, даже какие-то границы, да, быть вот этой вот хорошей для всех, или, да, вот включила какой-то такой здоровый эгоизм. Тут холодные энергии идут. Вопротив, она вот ненавидит, может, даже вообще уже мужской пол. Так. Насчет угрозы, я не вижу угрозы, но здесь вот она всегда будет скрывать свое искреннее, честное. Не только вообще она ко всем так. Здесь вот что-то в жизни ее на самом деле так сломало, что она вот стала такая закрытая, недоверчивая. И вот даже все красиво, она никогда не признается, что красивый кто-то или хороший, умный. Да, вот не похвалят. Здесь вот у нее какое-то внутри все же сидит зло на прошлое. Она будет всегда вот в какой-то тени находиться и подглядывать за вами. Но вот что-то именно делать навряд ли. Она вас считает, кстати, тоже, что вы какая-то ведьмочка или обращаетесь куда-то к невидимым силам. Да, может быть, заговоры читаете, или вот чем-то вы орудуете таким невидимым.
но она вот как-то от вас она не видит угрозы, да, вам она делать ничего не собирается. Тут такое, она будет просто за вами смотреть, наблюдать. Но вы знаете, для чего это все она будет делать? Для того, чтобы обрести вот... Она хочет счастья, она хочет гармонии, она хочет семью, она хочет вот близкое какое-то окружение, которого, скорее всего, на данный момент у нее нету. И вот она ищет ответы где-то со стороны. И вот главный сегодня идеал для нее это вы. Или пример, скорее, пример. Вот. Нравится ей вас все. Но доля зависти присутствует. Так, кто еще по вам тащится? Тащится. Ой, по вам тут сохнут молодые парни. Вы привлекаете внимание молодых людей. Моложе себя, причем, может, даже и намного. Вы можете выглядеть молодо, знаете, как девчонка. Или еще, я вам скажу, по вам может молодое общество тащиться, потому что вот вы такая в теме. Да, наша. Не то, что из народа, а именно наша, понимает наш сленг, понимает наши нововведения молодежные, да, разбирается в трендах, такая, продвинута в чем-то, мыслитель. Кстати, здесь вы можете быть, например, учителем, но быть таким учителем, который понимает своих, да, именно учеников как друзей, а не как учеников, которым надо указкой по рукам. Нет, здесь именно такая, вы с вами очень и приятно, вас любят. Если вы где-то учитель, вас любят ученики. Но вы, бывает, включаете, да, вот этого консерватора, холодную женщину, такую серьезную, но умеете и дать слабину, расслабиться, и вас за это очень любят. Кстати, дети тоже могут вас любить за то, что вы даете какую-то слабинку или можете побаловать. Также здесь, смотрите, вы вообще человек, у которого есть хорошее чувство юмора, и оно везде пригодно, в любом обществе, или вы в каждом обществе, да, умеете рассмешить по теме, кому это надо, вот так вот, кому это подходит. Большинству, да, нравится ваш юмор. Но здесь, да, показывают именно детей, молодых, вот именно вы притягиваете молодых людей. Не только это мужчины могут быть, да, там, или незрелые, или молодые. Здесь вообще и дети к вам тянутся. Просто с ума сходят. С вами очень интересно, с вами увлекательно. А вы, кстати, еще можете, да, чему-то такому интересному и научить. Кстати, здесь может такие люди проходить, которые сейчас смотрят. Они любят детей, но можете показывать холод, безразличие, а внутри, в душе вам дети нравятся, вы умиляетесь. А наоборот, здесь тоже второй портрет может идти, что вы вот детей любите, и вот сюсюкаете с ними прямо аж до щекоток. Веселая вы очень, да, здесь момент позитива от вас идет. Позитива. А кто-то вот считает, что вы носите маску, что вы холодная, а вы очень добрая. Вот так вот дети думают. Так, кто еще по вам тащится? Кто еще? Опа. Пересознание какое-то у кого-то из-за вас. Прошлые отношения. Прошлый мужчина. Кармический партнер. Он страдает. Здесь, вы
Знаете, вы на сегодняшний день занимаете в его жизни вот number one, номер один. Вы номер один в его жизни. Такая женщина не забывается. Та женщина, которая прошла по его жизни и оставила огромный отпечаток, след. Сейчас он хочет этих чувств, этих эмоций от вас. Но он понимает, что оба два поменялись. Вы поменялись, он поменялся. Здесь есть все же внутри надежда воссоединения с вами, но в то же время понимание, что это нереально, этого не будет. Я бы хотел многое, что человек в жизни переосознал. После вашего ухода, расхода, здесь человека вот рассветило, вот так вот в голове, потому что начали происходить какие-то судьбоносные ситуации, связанные, может быть, с негативным чем-то в его жизни, с разрушениями. Также человек, может быть, что-то потерял, то, что было близко ему или дорого. И он для себя сразу же моментально осознал, насколько вы приносили или были для него ценностью. Человек вас не просто тащится, он ценит вас. Он ценит даже и что было между вами. Все ценит. Сейчас он просто готов облизывать ноги вам, да, кланяться вам, благодарить вас за что-то. Здесь я бы сказала, человек может, когда ходить в храм, он за вас молится. Вот бывает, люди держат зло, да, там на бывших, вот он именно готов вам кланяться в ноги. Вот как святому, как к лику святых. И вы ему дали... Во-первых, здесь может быть человек один, совершенно один, но все же он рад, что вы были в его жизни. И здесь у человека происходит чувство, что все, что не делается, да, все делается к лучшему, но вы дали человеку что-то понять, и человек для себя получил что-то, вот именно такое, тут святое идет. Может, даже человек подался в религию или стал чем-то таким увлекаться, глубоким, мудрым, может, даже и писательством, да, или пошел на психолога, например, помогать людям. Здесь может быть харита, благотворительность какая-то, или именно человек стал молиться, хотя раньше этого не делал, да, или в это не верил. Но внутри все же таится маленькая надежда, что у вас бы с ним очень хорошо сейчас бы было вместе, потому что он что-то переосознал. И здесь, кстати, к человеку приходили такие люди, скорее всего, от вас или ваши, лично ваши знакомые, или он у них спрашивал информацию о вас, которые вот что-то в голову ему дали. Какую-то информацию, что человек, да, еще более точнее что-то осознал. Здесь человек, кстати, приходил к ним, может быть, даже сам узнать что-то и вот выведывать что-то. И вот выведал какую-то информацию, после которой он вас стал еще лучше ценить, больше ценить. Здесь какая-то вот в некой степени и трагичность внутри, и в душе, и с другой стороны в душе вот в чем-то облегчение после какой-то информации о вас. Вы даже могли уехать, переехать. Вы знаете, человеку прям внутри вот стало как-то и больно, но с другой стороны хорошо то, что он что-то осознал. Готов прийти в любую минуту, если вы его позовете, он говорит. Вот здесь не какой-то, да, там пошляк, тут такая вот прям приятная, да, карта, мудрость какая-то у человека, осознание. Приятно даже на таких людей смотреть. Люди, которые развиваются, глубоко развитые, мудрые люди.
И здесь момент такого вот именно озарения какого-то, да, когда хоть когда-нибудь, но вот очень хорошо, когда человек к чему-то уже такому приходит, мудрому. Хуже, когда, да, человек до могилы остается вот глупым, неразвитым и вообще не понимает осознания чего-то глубокого. Вот тут именно есть, расцветило ему. Так, давайте еще посмотрим. Он тащится, знаете, вот зачем? Вот за этим состоянием именно душевным по вам. Душевные. А не вот эти вот письки-сиськи, понимаете? Уже надоели каждый раз, как смотришь, как будто бы мужчины только об этом и думают. Больше как будто не о чем зациклить свое внимание, о чем-то глубоком, мудром, просветленном, святом. Вот. Так, кто еще тут по вам тащится? Ой, тут дорога чья-то к вам. Уже не могу, терпение лопается, эмоции. И здесь еще, знаете, вот может идти информация, что вас как будто кто-то изучает. Новичок. Вы где-то, да, вот, может быть, светитесь в интернете, где-то момент вашего образа, фото, видео, чего угодно. Здесь вы женщина и ресурсная. Здесь вы женщина какая, вот как он видит вас, человек, с бурной фантазией, то есть талантливо может быть в чем-то. И у вас даже через фотографии чувствуется вот эта энергия любви. Вы умеете любить, вы умеете, вот может быть, как-то вы транслируете даже через фотографии эту любовь. Именно такой вот свежий глоток счастья, вот какой-то такой эйфории. Плюс здесь романтическая особенность вы для него. Личность, вернее. Я уже по-чешски каждое видео заговариваюсь, какие-то слова, но я стараюсь быстренько поправить. Вы для него вы являетесь и учителем, и коучем. Тут человек, кстати, опять я говорю, у вас чему-то люди здесь учатся. Вы не просто даете, даже выставляете фотографии, эти фотографии с каким-то подтекстом, под смыслом, которые дают подумать. И еще, знаете, вот вы выставите фотографию, люди думают, к чему это вот, и вы загадка, прям, вы знаете, такой ребус, который надо разгадывать. К чему бы она это? Или что в ее жизни происходит, есть интерес. Но здесь человек интересуется и вашей личной жизнью. С кем вы, да, также здесь какие у вас увлечения есть. А также интересует момент того, что если бы я к ней подошел, написал бы, чтобы она могла на это ответить. У него много идей каких-то. Что-то вам написать, предложить. Но, кстати, здесь момент дороги почему-то. Человек может к вам приехать. Реально приехать. Тут может наступить так момент, когда уже терпение лопнуло, уже надо собираться уже и делать дела. Да, и к ней ехать, например. Здесь также может быть возвращение, наоборот. Но он где-то далеко на расстоянии. Вы являетесь для него в первую очередь это душевным человеком. Но в то же время вы умеете показать средний палец. Вот это ему очень сильно нравится. Да, вот когда вы бываете противненькая. Не когда женщина на всю соглашается, а когда вы вот включаете вот эти вот задние. Упираетесь как бычок или козлик. Дьявольски. Но есть тут момент. Человек чувствует, что вы такая можете быть сверху холодная, а внутри именно касаемо в плане постели очень даже
раскрепощенная и такая, которая покажет то, чего он даже сам не знает или от чего может шокироваться. В то же время вы такая, может быть, вы что-то пишете, посты какие-то или что-то. Здесь пахнет вашей мудростью, такой женской мудростью. Не просто мудреца-старца, а именно дьявол, да, здесь еще выходит. Женской мудростью. Да, бывают такие уловки, хитрости у женщин разные. И вот вы такая. И ему это нравится, его это заводит. Хочет наслаждаться вашими эмоциями, чувствами. У меня чувство, что вы, может быть, когда-то или переписывались, или общались с этим человеком, а потом закончили. Оставили эту переписку. И до сих пор есть о вас что-то. Информация, фотография или где-то наблюдение. Он может сейчас находиться в отношениях или же вышел тоже здесь, может быть, из отношений. Но он к вам собирается. Вы его очень сильно привлекаете, может, и правда в социальных сетях. Что-то ему там заманиваете, показываете. Не только его в общем выставляете, а он ваш подписчик, например. Но здесь еще хитро может быть, что он заходит с другого аккаунта. Это не его анкета. Ну, как и его, но именно с чужой фотографией, может, или именем, или вообще закрытый какой-то такой аккаунт пустой. Знаете, он считает, что с вами можно что-то и построить. Вы определенно во всех сферах его устраиваете. Нравится ему ваш вкус. Или как вы выглядите, внешне ухаживаете. Женщина, от которой, знаете, пахнет энергией денег, ресурсов каких-то, удачи. Он считает, что с вами он бы был удачным. Или с вами можно построить счастливые отношения, быть счастливым. Дети, может быть, или видит ваших детей, или хотел бы с вами иметь общих детей. Вы знаете, он смотрит на ваши фото, у него поднимается настроение. Да, или же вы человеку приносите какие-то такие эмоции, связанные именно с хорошим настроением. Чувство такого, жизнь продолжается. Вот вы на самом деле напаиваете всех, тут смотрю, такой энергией. У вас очень сильная энергия. Харизма. Здесь вы можете быть на самом деле харизматичной. Но умеете вы одевать маску и холода. Да. И это тоже нравится. Это тоже нравится. Люди тащатся, знаете, от чего? Не когда вы всегда такая добрая и улыбчивая, когда вы показываете свой характер. Бывают, кстати, такие... Это я вспомнила девочки, да, вот в школах. Мальчики их дергают за косички, они злятся, а им это нравится. Как они вот злятся, там психуют. Вот это именно состояние нравится, ваше состояние вот такое, нравится мужчинам. Когда вас за косичку, а вы еще 10 слов бубните, вот стоите. Угу. Человек будет действовать в вашу сторону. Но он сейчас повисит. Он, кстати, может, приболел или лежит. Состояние такого умиротворения, может быть. Да, или болеет, или вот именно в состоянии умиротворения, но думки о вас. Он, когда, кстати, лежит, он о вас тоже думает. И смотрит, куда-то смотрит на вас. Мне кажется, это социальные сети.
Куда еще? Человек на расстоянии или человек не с вашего города? Здесь сильно вы его тащите, вот как за волосы. Или за яйца мужика. Вот прям просто оттянули уже штаны ему этими думками о вас. Так, дальше давайте. Кто по вам еще тут тащится? Близкие, кто-то из родственников, покойные. Кто-то, кто не жив, очень вас сильно любил. Вот, знаете, всеми руками за вашу любовь, за то, чтобы вы были счастливы в жизни. Потому что человек сам не был счастливым. Здесь тащится, да, вот такое слово тащится. Здесь человек очень сильно вас любил. Это родственник. Здесь детство было. Или видел вас. Вот у кого-то проиграется, что видел вас еще младенцем, или же не видел вас маленькой. Но больше, наверное, младенцем. У человека в какой-то степени здесь вот он около, да, это может быть утро. Вы спите, и утром, да, вот на самом деле что-то так напускает на вас, чтобы вы к чему-то шли, что связано с любовью или были счастливы. Какие-то позывы могут быть, слышать можете, или что-то странное утром, когда вы проснетесь, происходить, он подает сигналы тем самым. Или вы клали, ложили туда-то вещь, да, просыпаетесь утром, она в другом месте. Вот какие-то сигналы подает. Человек на самом деле здесь потерпел в жизни такое какое-то любовное разочарование, больное, больно. Здесь боль. Но он не мог ничего с этим поделать. Здесь, кстати, как еще может быть, что человека что-то погубило, или чувства очень сильно погубили, или ушел из жизни именно касаемо стрессов, переживаний о чувствах. Он не хочет допустить подобного в вашей жизни, потому что человек вас очень любит. Человек около вас этот может быть даже вашим вот как ангелом-хранителем, да, именно хранителем рода. Охранять вас. И человек вам не просто, да, вот он желает, он делает что-то, подсказывает или куда-то вас направляет, чтобы вы были счастливы. Да, тут момент гармоничности. Тут идет момент того, что, например, не гонись там за деньгами, гонись, да, за теми чувствами, где тебе будет хорошо. Вот. Или там не гонись за красивыми глазками или за красивыми, а гонись за душой. Вот тут такое идет, такая вот информация, когда вы можете смотреть или обращать внимание, влюбляясь на что-то неважное. Нужно смотреть на что-то важное, а вы на что-то неважное смотрите. Или не обращайте на что-то внимания, одевая розовые, может быть, очки, вот так вот, да. Вам нужно это пересмотреть. И здесь я вам говорю, этот человек будет еще, да, то есть по утрам это может быть, или утром вы проснулись, и к вам пришло осознание чего-то. Человек, кстати, может посещать и ваши сны. Ваши сны, подсказывать через сны. Смотрите внимательно на сны. Это будет все происходить таким образом, когда вас будет на самом деле подводить к каким-то, может, даже урегулированию отношений.
или да, дабы вы были счастливы в любом аспекте, но чтобы вы были гармонично в отношениях счастливы. Потому что ваша вот какая-то звездность, популярность или ваше исполнение желания идут через то, что вы чувствуете внутри. А внутри вам нужно прийти к какой-то именно даже гармоничности. Любовь к себе тоже здесь может быть. Да, любить в первую очередь себя, потом все вокруг. А также вот привести вас именно в те отношения, где будет вот баланс, гармония, понимание. И вот у вас будет лучше и в делах, в работе, в карьере, в вашей популярности, в ваших, может быть, хобби, да, каких-то проектах тоже. Это все взаимосвязано. Вас любил человек или женщина, это может быть или мужчина. Да, это семейное, это родовое. Кстати, человек, может, после жизни для вас что-то оставил. Или у вас это есть от этого человека. У вас может быть, да, даже какой-то предмет быть от этого человека. А давайте еще достанем колоду. Ангелы говорят, что вам подскажут ангелы. Сделаем 3 позиции, а вы выберете одну позицию. Давно мы не доставали данную колоду в раскладах. Это моя авторская колода. У меня много разных колод. Сейчас вы можете уже приобрести данные колоды мои, все авторские Ведескара, в Телеграме. Ссылочку я сейчас оставлю на экране. Можете перейти через QR-код. Также внизу под видео можете найти ссылку, чтобы приобрести карты. Они продаются в 2 форматах: в PDF формате и виртуальные колоды. Только готовых решений нет, только для самостоятельной печати. Вы получаете после оплаты файл и распечатываете в любом месте, в печатном центре вашего города. У кого есть принтер дома, можете на принтере распечатать. Вот, например, есть у меня такая колода, которую я распечатывала самая первая на обычном принтере, на обычной бумаге. И она у меня вот как книжка, 101 тайна. Открываешь и читаешь. Уход от прошлого, начало чего-то нового. Очень удобно. Цветной принтер, обычный принтер. Можно так, как книжку. И читайте. Лестница движения вверх. Ваша энергия и способности помогут вам занять выдающиеся положения в деловых кругах. Это для вас информация. Не случайности, не случайно. Сделаем 3 позиции. Первая позиция, вторая позиция, третья позиция. Выберите одну позицию из 3, и мы посмотрим, что же хотят передать вам ангелы. Итак, кто выбрал первую позицию? Прислушайся к себе. Внутри тебя живет воля Господа, которая направляет тебя к счастью, напоминая о том, что ты уже окружен радостью. Вторая позиция. Будь внимателен, и если в течение дня ты станешь свидетелем 7 случаев проявления любви, депрессия покинет тебя. Третья позиция. Настройся на ответ. Решение любой проблемы всегда лежит на поверхности. Если твой разум настроен на поиск ответа, а не на саму проблему. Вот такой вот был у нас сегодня расклад. И спасибо всем, кто был на сегодняшнем раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведескара.